Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. В Сухуме появилась мемориальная доска в честь русского кинорежиссера Ольги Дубинской, которая жила и творила в Абхазии. Теперь студенты АГУ, направления электроэнергетика и электротехника, смогут изучать науки в специально оборудованном помещении. Марафон мастер-классов для школьников стартовал в Сухумской школе номер 2. Мероприятие направлено на популяризацию современных технологий среди молодежи. Планировавшаяся встреча в Будапеште Владимира Путина и Дональда Трампа не состоится. Президент США отменил встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которую сам анонсировал на минувшей неделе. Он объявил об этом практически одновременно с объявлением американским Минфином санкций против крупнейших российских нефтяных компаний Роснефти и Лукойла. Новые санкции США – попытка оказать давление на Россию и, конечно, наносят ущерб двусторонним отношениям, заявил Владимир Путин. При этом российский лидер подчеркнул, что новые санкции Запада существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны. Энергетика России чувствует себя уверенно, хотя определенные потери будут, отметил президент. Что касается новых санкций, во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас носят серьезный, конечно, характер, это понятно, и будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся на нашем экономическом самочувствии. В первую свою итерацию президентскую известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации. Они на сегодняшний день имеют, конечно, два аспекта. И чисто политический, и экономический. Что касается политического, о чем здесь идет речь? Это, конечно, попытка оказать давление на Россию. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И, безусловно, Россия имеет такую привилегию чувствовать себя и считать себя в этом списке уважающих себя стран и народов. Это первое. Второе – это чисто экономическая составляющая. Да, но и если говорить о политической части, то, конечно, это акт недружественный в отношении России, это очевидная вещь, и он не укрепляет российско-американские отношения, которые только-только начали восстанавливаться. Конечно, такими действиями администрация США наносит ущерб российско-американским отношениям. Владимир Путин также предупредил США о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами «Томагавк». Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный, если не сказать ошеломляющий. Пусть они об этом подумают, предостерег российский лидер. Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают. К другим новостям. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба принял участие в заседании Совета Северо-Кавказской парламентской ассоциации, которое прошло в рамках 12-й конференции СКПА в Карачаево-Черкесской республике. В заседании Совета участвовали главы всех делегаций, прибывших на конференцию. В ходе заседания Совета его участники обсудили опыт взаимодействия, обменялись мнениями по развитию межпарламентского сотрудничества. В соответствии с программой 12-й конференции состоялись заседания ее профильных комитетов, в которых приняли участие депутаты Дмитрий Маршани и Астамур Джопуа. Лаша Ашуба выступил на пленарном заседании конференции. На конференцию в Архыз приглашены все парламенты, входящие в состав Южно-Российской парламентской ассоциации. Делегация Абхазии, возглавляемая вице-премьером Вараздатом Минасяном, участвует в форуме гостеприимства в Красноярске.
В рамках форума состоялась встреча со студентами из Абхазии, которые обучаются в Институте гастрономии Сибирского федерального университета. Ребята рассказали своим соотечественникам о мотивации к участию в конкурсе, обсудили сложности и преимущества обучения, подчеркнув высокий уровень подготовки и новые возможности для профессионального роста. Вараздат Минасян поблагодарил российскую сторону за образовательные возможности и пообещал студентам поддержку правительства Абхазии. Важнейшим событием в культурной жизни республики назвал министр иностранных дел Олег Барцыц проведение международного конкурса лаборатории Алисы Гицба «Музыка. Диалог без границ и расстояний». В Абхазской государственной филармонии прошел гала-концерт и церемония награждения победителей. Гран-при конкурса и первую премию в номинации «Искусство аккомпанемента» взял пианист Александр Широков. В номинации «Оперное пение» первой премии удостоены Екатерина Мишина и Артем Попов. В номинации «Камерное пение» Юлия Герасимова и Надежда Самара. В стенах Абхазской государственной филармонии гала-концертом завершается музыкальный конкурс. Конкурс «Лаборатория» народной артистки Абхазии, заслуженной артистки Российской Федерации Алисы Гицба. Лиса Шалвовна, расскажите, пожалуйста, чем богат в этом году конкурс, сколько у нас победителей? В этом году состоялся 4-й наш конкурс. Он, конечно, богат на события, естественно. Мы получили вторично поддержку президентского фонда культурных инициатив, что немаловажно для такого масштабного проекта. У нас существует постоянная поддержка правительства Абхазии. В этом году еще присоединился МИД, Министерство иностранных дел Абхазии, и лично Олег Мсасович Барцыц, который и на пресс-конференции в Москве в ТАССе участвовал и помог нам с участницей из Никарагуа. Вот привезли, взяли, поселили ее. Она участвовала на общих основаниях со всеми остальными конкурсантами в конкурсе и стала лауреатом второй премии. Конечно, это очень важное событие, потому что между Никарагуа и Абхазией существует культура, культурная дружба, культурный мост. Вот, поэтому я считаю, что это очень важное событие, выдающееся просто по своей значимости. У нас появилось 3 номинации. Это оперное пение, камерное пение и искусство аккомпанемента. И в каждой номинации по 3 места, которые мы разделили между собой. И одна неделимая премия Гран-при, которую мы вручили не певцу, а пианисту, замечательному пианисту Александру Широкову. Но это само по себе тоже является очень важным и значимым событием в нашей лаборатории, потому что мы делаем акцент на слово «музыкальное». Не оперное, не вокальное, а именно музыкальное. Поэтому обладателем Гран-при может быть не обязательно певец. В столице Абхазии, в Сухуме и в Москве. Что в рамках этого конкурса в течение нескольких дней проходило? Да, у нас состоялось прослушивание 2-го тура. Первый тур состоялся по видеоотбору. Прослушивание 2-го тура в течение 5 дней проходило в прямом эфире и, значит, живьем в концертном зале имени Ирины Архиповой. И вот параллельно вместе с прослушиванием проходили еще очень интересные мастер-классы. Всего мастер-классов у нас вот за эти оба тура, 2-й и 3-й, более 10 мастер-классов, причем в разных совершенно областях, плоскостях. Это и мастер-классы, касающиеся вокального смычка. Елена Ревич замечательный мастер-класс провела. Мастер-класс Рафаэля Паласиуса, мексиканского габаиста-барочника. Что такое барокко? Это был 3-часовой мастер-класс. Первый час он был посвящен полностью теории эпохи барокко, как ее исполнять, в чем отличие от других эпох. И 2 остальных часа он посвятил практическим занятиям с нашими ребятами, конкурсантами. Поэтому я считаю, что так как мы развиваемся, будет еще 5-й юбилейный конкурс, и будем его ждать. Новые события. Спасибо большое, Лиса Шалвовна. Спасибо. Действительно, это важнейшее, я считаю, событие в музыкальной, вообще в культурной жизни Абхазии. Подобного уровня, подобного рода культурные события, они должны стать, я уверен, значимыми, очень такими показательными ивентами в жизни нашей страны, в жизни дружественных нам стран, таких как Россия. И, кстати, здесь хочу отметить еще один важный аспект. Расширяется география этого конкурса. Алиса Шалвовна Гицба
придумав этот конкурс и начав его воплощать, она, по сути, стала послом доброй воли, послом искусства, высокого искусства, оперного искусства Абхазии во многих странах мира. Сегодня здесь множество конкурсантов, прекрасных молодых артистов из различных стран. Конечно, этот проект, который реализуется при помощи Фонда президентских инициатив Российской Федерации, при помощи правительства и руководства Абхазии, для нас представляется колоссально важным. Мягкая сила, как известно, ее эффект, ее воздействие зачастую превосходят результаты и достижения политиков и дипломатов. Это очень важное направление работы. И я уверен, что вот нынешний конкурс, очередной конкурс, он стал еще более прочным, более масштабным мостом между Абхазией, Россией и другими странами. После гала-концерта нам удалось пообщаться с членом жюри, художественным руководителем и главным дирижером Евгением Хохловым. Музыкант поделился впечатлениями от конкурса. Сейчас отгремели аплодисменты финальные, гала-концерт такой получился немножко необычный. Как обычно мы всегда здесь были оперные певцы, а сегодня камерное творчество тоже. Мне кажется, это очень здорово. Но вообще не верится, что все закончилось. Такой масштабный конкурс, такой трудный путь для участников, такая конкуренция, такие какие-то разочарования, а где-то наоборот такой успех неожиданный, может быть, для самих участников даже. За всем этим стоит огромная работа, огромная подготовка. Причем это не только работа на конкурсе. Это самое трудное, это подготовка такого конкурса, такого мероприятия, когда задействованы две страны, задействовано международное жюри, международный состав участников. Здесь мы видели уже финалистов, тех, кто, что называется, выиграл призы и получил такое признание. Вот. А хочется сказать огромное спасибо тем, кто все это подготовил. Конечно, в первую очередь Алисе Шалани Гидзба, которая просто удивительно. Этот человек такой теплоты, такой открытый, такой добрый, отзывчивый и вместе с тем такой профессионал, требовательный, взыскательный критик. И она как-то смогла так здорово, как-то, я не знаю, как-то по-матерински всех объединить и сделать вот такую атмосферу конкурса, какой-то очень светлый, радостный. И вот этот гала-концерт, который сейчас был, он тому подтверждение. И особенно мне хочется подчеркнуть, что конкурс заметен, любим, и его поддерживают очень серьезные игроки, так можно сказать. То есть, конечно, когда на уровне президента Абхазии поддерживается конкурс, на уровне фонда культурных инициатив при президенте Российской Федерации, о чем говорить, это высочайший уровень доверия. И я думаю, что с такой поддержкой у конкурса есть все перспективы для роста. Он молодой, по меркам конкурса, это, конечно, молодой конкурс, и уже заявивший о себе. В Сухуми на улице Воронова появилась мемориальная доска в честь русского кинорежиссера Ольги Дубинской, которая жила и творила в Абхазии. Кинорежиссер Ольга Дубинская ушла из жизни в 2012 году в своей сухумской квартире за 3 недели до своего 44-летия. Автором мемориальной доски является известный абхазский художник и скульптор Виталий Джения. В мероприятии приняли участие члены семьи Ольги Дубинской, представители парламента, Министерства культуры Абхазии, администрации города, общественной палаты, общественные деятели, в том числе супруга Владислава Арзенба Светлана Джергения. Идея создания мемориальной доски в честь Ольги Дубинской принадлежит соподвижникам первого президента Абхазии и ее ближайшим друзьям. Гули Кичпа, возглавившей народное движение матерей Абхазии за мир и социальную справедливость, герою Абхазии Аслану Кубахе, ученому филологу Тали Джабуа, народному артисту Абхазии Кесоу Хакба и одному из лидеров ветеранского движения «Защитники» Тимуру Надарая. Их поддержало городское собрание и мэр города Сухум Тимур Агрба, автор барельефа, скульптор Виталий Джения.
Ольга Дубинская не просто кинорежиссер, она связала нас еще теснее и ближе с Россией. Она так тонко чувствовала вообще Кавказ в целом, потому что о ней говорили такие мудрецы, как Расул Гамзатов. И она вот почувствовала вот эту боль сострадания народа, который через тысячелетия, наверное, шел к своей заветной цели. И вот в этом фильме «Страсти по Владиславу» фактически, значит, увековечивая имя президента, она фактически дала миру знать, что наша борьба была справедливая. Я Ольгу Дубинскую могу сравнить с теми ребятами, добровольцами, которые во время войны приехали к нам, вместе с нами погибать, защищать эту родину. Ольга Дубинская кинулась в Абхазию в тот самый тяжелый момент в истории нашего народа, когда мы попали в тяжелейшую блокаду после страшной войны, когда в стране был холод, голод, нищета. И вот Ольга Дубинская приехала в Абхазию, и начала она воплощать в жизнь нашего народа ту непоколебимость, которая присутствовала действительно во время войны и послевоенный период. 23 октября – день рождения Ольги Дубинской. Ей было бы всего 58 лет. Республика стала для нее второй родиной. Ее фильм «Страсти по Владиславу», посвященный первому президенту Абхазии, это подлинная картина дружбы народов, за которую она получила гран-при кинофестиваля «Страна души». Думаете, документалисту сегодня важнее всего то, что хранят архивы? Но душа человека – это самый главный документ. Ее страдания и делают эти документы подлинными, говорила Ольга, принимая приз в тот день. Творческие коллективы не имели права и возможности выезжать за пределы нашей республики. Но Ольга Давидовна смогла пробить это окно. И первое, что она смогла сделать, это вывести Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба на международный фестиваль в Румынию, где с большим успехом наш театр выступил. Дальше, будучи членом Координационного совета по культуре и искусству Ассоциации Северный Кавказ, она смогла сделать так, чтобы коллективы из Абхазии и Южной Осетии принимали участие в фестивале «Мир Кавказу». И по сегодняшний день, благодаря Ольге Давидовне, мы принимаем участие в этом фестивале. Ольга Дубинская сделала невозможное. Она вывезла абхазский театр на сцены Румынии, Болгарии и Белоруссии, пробивая информационную блокаду, объявленную Абхазией после войны в начале 90-х. В Москве она основала Центр содействия культуре Кавказа, чтобы показать подлинное богатство этого заповедника чести и мужества. И когда она начинала говорить, замолкали все. Наступала тишина, потому что она просто так никогда ничего не говорила. Она всегда какую-то очень серьезную мысль, глубокую мысль предлагала, как выйти из очень сложной ситуации. Даже один номер журнала «Театр» она хотела посвятить Абхазии и Южной Осетии, понадобилась помощь. Ну, мы находились в блокаде, она знала, что мы нуждаемся, и она смогла добиться, чтобы все республики Северного Кавказа и Юга России, входившие в эту ассоциацию, ну, как бы оказали помощь. И они оказали помощь. И еще мы вместе с ней добились, чтобы одно заседание нашей ассоциации было проведено в Абхазии, в Пицунде мы проводили. Это ее заслуга. Ольга Дубинская, посвятившая значительную часть своей карьеры абхазскому кинематографу, оставила заметный след в культурной жизни республики. Ее работы, отличающиеся глубоким пониманием человеческой природы и тонким художественным вкусом, получили признание как в Абхазии, так и за ее пределами. Теперь мемориальная доска на улице Воронова будет напоминать жителям и гостям Сухума о талантливом режиссере, чья жизнь оборвалась слишком рано, но чьи работы продолжают жить и вдохновлять новое поколение кинематографистов. Память очень голодная, она всегда нуждается в том, чтобы себя подпитывать. И когда русские туристы будут идти мимо этого дома, будут видеть этот мемориальный черный камень мраморный, они будут подходить читать. И они будут снова приходить к личности великого Владислава. А еще задумываться о том, как россиянка могла стать дочерью Апсны. Почему она посчитала Апсны более важной, чем место своего рождения. Она приехала сюда. За 3 дня до ухода на 5-м этаже
там вот были наши окна. Оля написала письмо: «Мои дорогие друзья, друзья – это те, кто верит в одну и ту же чепуху». Только чепухой она имела в виду то, что нельзя ни купить, ни продать за деньги. И я вам благодарен и от всей души, и табу вам дар за всем, что вы мои близкие, вы мои родные, вы чтите память Оли. За заслуги перед горячо любимой Апсны Ольга Дубинская была награждена орденом Ахтябша 3-й степени. Ее имя навеки вписано в историю Абхазии. Кундашова, Раму Камке, абхазское телевидение. В рамках международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека. Обмен лучшими практиками омбудсменов», которая проходит в Москве, уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия Мактина Джинджолия встретилась с уполномоченным по правам ребенка Республики Южная Осетия. Участники обсудили перспективы сотрудничества, подчеркнув важность совместной работы по защите прав несовершеннолетних. Также в работе конференции участвовали уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Анна Скишмария и сотрудники аппарата. Абхазия впервые представила экономику республики на деловой площадке Ирана. 20-21 октября в Тегеране проходило 22-е заседание Международного совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспийского региона «Деловой Каспий». Этот форум стал историческим для Абхазии. В ходе состоявшихся встреч с руководством палаты торговли, промышленности, недр и сельского хозяйства Тегерана и совместной Ирано-Российской торговой палаты обсуждались конкретные пути развития торгово-экономического сотрудничества. Иранская сторона проявила значительный интерес к налаживанию партнерских отношений и предложила сотрудничество по широкому спектру экспортных позиций, что создает прочную основу для будущего роста товарооборота между двумя странами. Модернизация сетей на ВЛ-35 «Моква» позволит существенно повысить надежность электроснабжения в Очимчирском районе. Зам главного инженера по высоковольтным сетям РУП «Черноморэнерго» Мизан Зарандия заявил, что работы по замене провода, стартовавшие 15 октября, приведут к значительному снижению количества аварийных отключений и улучшению качества электроэнергии. Планируется, что работы будут завершены в течение месяца. Находимся на линии 35 киловольт Моква, высоковольтная линия, которая находится в очень плохом состоянии. Мы ведем работы по замене провода на этой линии. Работы, начаты 15 числа, будут проводиться месяц. В течение месяца при хороших погодных условиях мы закончим замену проводов на этой линии. Это улучшит электроснабжение питающих от этих подстанций. Это две подстанции. Подстанция Моква и подстанция Кочара, которая питает большое количество сел Очимчирского района. Хочу обратиться к гражданам, чтобы отнеслись с пониманием. Это вынужденная мера. Мы заменяем провод, чтобы улучшить электроснабжение наших абонентов. На Сухумском железнодорожном вокзале осуществляется комплекс ремонтно-восстановительных мероприятий, направленных на модернизацию и улучшение его инфраструктуры. В частности, завершен капитальный ремонт нескольких служебных помещений. Параллельно продолжается реконструкция помещения милиции, завершение которой планируется в ближайшее время. На агроинженерном факультете АГУ открылась аудитория «Энергетик будущего». Теперь студенты направлений электроэнергетика и электротехника смогут изучать науки в специально оборудованном помещении. Такое знаковое событие в университете состоялось благодаря депутату парламента Резу Зантария. Подробности в материале Налы Шинжерия. Новое, удобное для учебы пространство. Аудитория, где даже стены пропитаны наукой. И уже сами по себе являются носителями знаний. Теперь студенты агроинженерного факультета имеют возможность с головой окунуться в историю энергетики. Открылась аудитория «Энергетик будущего». Энергетика сегодня ключевое направление во всех отношениях. Если даже посмотреть с политической точки зрения, в значительной степени наш суверенитет и наша независимость зависит от энергетической независимости. И поэтому все, что связано с энергетикой, имеет ключевое значение в жизни нашей страны. Это экономика, это и политика,
этой идеологии, если хотите. Поэтому, чтобы решать эти вопросы, отвечать на эти вызовы, нам необходимо в первую очередь иметь тех специалистов, которые способны решать эти задачи. Открытие аудитории – это не просто знаковое событие для студентов и лекторов, но еще и один шаг в будущее. Кабинет позволяет обучать, используя современные возможности, в том числе дистанционно. Онлайн-лекции смогут проводить ведущие специалисты Московского энергетического института. Открытие такой важной для страны аудитории состоялось благодаря инициативе предприятия Сухумгэс во главе с депутатом Народного собрания Резо Зантария. Когда мы говорим о профессии, профессия, естественно, ее надо любить. Но и профессия должна содержать дом, семью, экономику так называемую. Ее тоже нужно создавать. И это очень тяжело вот в наших профессиональных в энергетике, когда все это может не совпадать. И вам нужно ввести такие знания, такие умения, чтобы вы были востребованы на нашей Родине, а Родина должна сделать, чтобы вы были востребованы, именно ваши таланты, ваши способности мы смогли реализовать. Вот эта идея сегодня, которая сидит во мне, и я готов в нее вложиться именно административно, именно физико-физиологически, для того, чтобы вы, все специалисты, которые выходите, мы смогли вам отдать все знания, которые у нас накопилось. Усилиями Резо Зантария в некоторых школах уже введены в работу кабинеты юного энергетика. А теперь энергетик будущего реализуется и в АГУ. Выступая перед студентами, Резо Зантария отметил, что новое поколение должно использовать все возможности, чтобы быть востребованными в профессии. Мы говорим, у нас нет специалистов, надо пригласить с другой страны. И меня это очень сильно всегда задевало. Я говорю, как это так, нету специалистов? Где они, наши, те студенты, где та молодежь, которая должна мотивированно работать и с интересом, и создавать конкуренцию другим тем людям, которые сюда хотят приехать, и как бы сказать, я специалист, возьмите меня. Я загорелся этой идеей, и один из первых шагов – это создание классов юной энергетика, еще воспитание той самой молодежи детской еще в школе. Ну и пришла очередь сюда, и здесь, в университете уже, где те, кто определился с профессией юная энергетика уже, чтобы из вас сделать хороших, толковых энергетиков, чтобы вы имели интерес к этой отрасли. Агроинженерный факультет готовит специалистов по 4 основным направлениям, которые включают в себя 5 профилей. Подготовка специалистов по направлению электротехника и электроэнергетика ведется с 2000 года. И за это время подготовлено 1800 специалистов по разным направлениям. Я надеюсь, обучаясь вот в этой аудитории красивой, у вас будут рождаться оригинальные идеи, которые впоследствии будут воплощены и помогут решить те глобальные проблемы, которые есть у нас сегодня в отрасли энергетики. Меня, честно говоря, переполняют эмоции, добрые, хорошие. Видеть такую аудиторию в свое студенческое время я даже мечтать не мог. А вам эта удача улыбнулась. Я обращаюсь сейчас к нашим студентам. Благодаря нашим партнерам, нашим коллегам, огромное вам спасибо. Когда я пришел к Резо Платоновичу со своими проблемами, он выслушал меня и спрашивает, что я могу для вас сделать. Поверьте, это очень редко, когда человек предлагает свою помощь и, более того, реализовывает ее за счет своих сил, за счет своих средств, за счет своего времени. Теперь изучать двигатели постоянного тока или же виды и погрешности измерения станет еще доступнее. Ведь учиться в такой современной аудитории для студентов весьма полезно. Энергетик Резо Зантария провел первую лекцию на тему «Источники электромагнитных воздействий». И эта встреча со студентами не последняя. Впереди еще много занятий с ведущими специалистами отрасли. Нала Чхинджирия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.
Марафон мастер-классов «Мобильный технопарк» для школьников стартовал в Сухумской школе номер 2 имени Пушкина. Мероприятие направлено на популяризацию современных технологий среди молодежи. В нем принимают участие более 1200 абхазских школьников. На мастер-классах ученики познакомятся с современными технологиями и попробуют себя в роли инженеров будущего. Организаторы мероприятия – Россотрудничество в Абхазии, детский технопарк «Ванториум» при поддержке Министерства просвещения Абхазии. Образовательный техномарафон охватывает 5 городов – Гагру, Гудауту, Сухуму, Чимчиру и Гал. В участии принимают школьники с 5 по 11 классы. А Элита Арутюнян расскажет подробнее. Вот, собачки у вас очень гостеприимные, наша тоже. Она вам непременно помашет. Технопарк не перестает поражать своих участников. 3D-моделирование, лазерные технологии – все это сразу же заинтересовало школьников, которым уже во время открытия показывали разные удивительные механизмы. Сильно понравился механический робот, механическая рука. Мне еще к тому же хочется увидеть в будущем многие новые технологии. Такие технологии могут помогать врачам и многим другим. Я испытала шок, потому что я вживую никогда в жизни не видела такого. Если у меня появится возможность, я еще буду приходить на такие мероприятия. Юлия Фукина, директор детского технопарка «Кванториум», рассказала, что были привезены исключительно технологические программы, то есть 8 технологических направлений. Среди них виртуальная реальность, космические технологии, программирование, нейротехнологии, робототехника. Мы сегодня дадим возможность им руками потрогать это все, попытаться самим собрать, используя определенные устройства, станки и программы, чтобы вот это все мы привезли с собой в мобильные лаборатории на базе автомобиля КАМАЗ. Это огромное количество оборудования, которое сегодня вашим ребятам мы продемонстрируем и дадим возможность его использовать. Это не первый приезд технопарка в страну, ведь такие проекты пользуются немалой популярностью в республике. Но сейчас программа отличается от той, которая была в первый приезд технопарка. Единственная страна, где мы уже дважды побывали. Мы ездим в разные страны. Это большая программа, где технопарк демонстрирует, обновляя все новые технологии из года в год. Но вот конкретно у вас мы рады, что мы второй раз, что это востребовано. С 2023-го мы очень сильно изменили все технологии, которые вновь появились или как-то усовершенствовались. Мы и внутри открытия самого, где мы ребятам рассказываем, что происходит, и внутри мастер-классов целиком меняем все, что показывается. С приветственным словом присутствующим обратилась Татьяна Степанова, исполняющая обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии. Она пожелала ребятам удачи и успехов в их начинаниях. Также пригласила выпускников школы к участию в квотной кампании на 2026 и 2027 годы, которую ежегодно проводит Россотрудничество. Отрадно, что технопарк масштабируется в Абхазии. Так, в 2023 году образовательные мастер-классы прошли в Сухуме, Гагре и Гале. В этом году к марафону присоединились Гудаута и Чимчира, где примут участие более 1200 детей. Это прекрасная возможность для ребят прикоснуться к миру инноваций, высоких технологий и получить ценные знания, которые, мы уверены, станут фундаментом для будущих успехов. Во время мероприятия директору вручили подарок для школы – картину, созданную при помощи ИИ-технологий. Проведение таких проектов очень важно и имеет большое значение для страны. Проект образовательных мастер-классов мобильного технопарка имеет большое значение для нас. Он объединяет более 1200 детей, наших учеников. Мы искренне рады видеть такое количество талантливых ребят, стремящихся к новым знаниям и готовых осваивать самые современные технологии. Вы, молодые и талантливые, должны строить новую Абхазию, развивать ее экономику, создавать инновационные технологии. В этом году это самый интересный проект, потому что виртуальный мир любят наши дети. Мы рады, что сегодня есть такая возможность на базе второй школы. Пригласили среднее звено, но этот проект продолжится. В дальнейшем, я думаю, что будет охват и других классов. Цель проекта – развитие инженерного и цифрового мышления у школьников, а также обмен опытом среди педагогов. Элита Арутюнян, Аляса Мичба, Абхазское телевидение.
26 по 31 октября в 5 районах Абхазии пройдут мастер-классы и консультации для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках международной волонтерской программы «Миссия Добро». Организаторы Россотрудничества совместно с ассоциацией Добро.рф при поддержке Минздрава Абхазии, уполномоченного по правам ребенка Республики Абхазия. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу 24 октября в Абхазии ожидается облачная погода, временами кратковременные осадки и температура воздуха ночью 8-13, днем 19-24 градуса, температура морской воды 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.